Здравствуйте, это новости Татарстана, в студии Лина Зинатуллина. И вот о чем сегодня расскажем. Об экономике и экологии. Структурно мы из сырьевого превращаемся в обрабатывающее. Что обсуждают и предлагают на нефтяном саммите Татарстана, узнал Дмитрий Аренин. Темпы вакцинации растут. Прирост за сутки у нас довольно значительный. Это 18 030 человек. Этому мы несказанно рады. О санитарной эпидемиологической обстановке в республике расскажет Вероника Гайнуддинова. В Татарстане продолжается проверка детских лагерей. У вас полный цикл готовки здесь? Да, полный. Сегодня депутаты осмотрели места детского отдыха Лаишевского района. Какие нарушения нашли, расскажет Рамиль Галиуллин. 3 водных объекта Татарстана очистят уже в этом году. Будет направлено за 2 года 164 миллиона рублей. О реализации национального проекта «Экология в республике» расскажет Алия Хайруддинова. Концепция строительства автомобильной дороги в обход Нижнекамска и набережных Челнов решит проблему перегруженности Закамской зоны и фактически станет новым направлением дороги М7. Так сегодня Рустам Минниханов заявил на совещании в Нижнекамске, где обсуждали строительство трасс М7 и М12. Последняя пройдет в обход Нижнекамска и Челнов, что разгрузит М7. В режиме видеосвязи в совещании приняли участие министр строительства и ЖКХ России Ирик Файзуллин и первый заместитель министра транспорта России Андрей Костюк. На какой стадии работы и что еще осталось сделать, увидел Рамиль Шайдуллин. Это главная транспортная артерия республики. М7 связывает самые крупные агломерации Татарстана. Скоро рядом появится еще одна, скоростная М12, и решит проблему перегруженности. Благодаря тому, что Владимиром Путиным было принято решение продлить трассу до Екатеринбурга. Об этом он заявил во время послания Федеральному собранию. Данная дорога фактически станет новым направлением федеральной дороги М7. Позволит перенаправить транзитный автотранспорт из западных регионов России, минуя загруженный автотранспортом проезд по плотине Нижнекамской ГЭС. Сегодня это обсудили на совещании. Президент республики, руководители глав госэкспертизы и Автодора говорили о плюсах обхода М7 через набережные Челны и Нижнекамск. На мой взгляд, из тех вариантов, которые за это время перебрали, сейчас оптимально выбрано решение. Проектная работа уже на полном ходу. Второй этап, как и договаривались, загружен на сегодняшний день в экспертизу и начинается экспертиза проекта. Третий этап планируем загружать в августе. Мы ищем возможности использовать высокопрочный пескобетон в строительстве. Во-первых, это местные строительные материалы. Это мы поможем мероприятию речного судоходства, будем чистить реки. Экологи за, рыбохозяйственные мероприятия за, структуры речного транспорта будут загружены кратно. Накануне Рустам Минниханов доложил Владимиру Путину о ходе работ. Президент республики заверил, все будет завершено в срок. Никаких сомнений нет. Те сроки, которые вы определите, мы в эти сроки должны справиться. Огромные слова благодарности. Очень важный проект для всей страны. И не сомневаюсь, что Марат Шакирджанович до своей исторической родины, до Казани, точно дорогу доведет, да? Никаких сомнений. Сегодня же на совещании Рустам Минниханов отметил, важно конкретизировать все работы. Например, решить заранее, как будут доставлять стройматериалы, чтобы не допустить их удорожания. Рамиль Шайдуллин, Марат Саидгараев, ТНВ, Нижнекамск. За счет новых технологий Татарстан способен нарастить и добычу нефти, и ее переработку. Об этом сегодня заявил Рустам Минниханов. В Альметьевске состоялся нефтяной саммит Республики Татарстан. Представители отрасли вместе с руководителями федеральных министерств обсудили последние мировые тренды. Чего ждут от нового соглашения ОПЕК+, и введут ли в России налог на выбросы парниковых газов, узнал Дмитрий Аренин. Нефтеносные земли составляют четверть территории Татарстана. Сейчас в республике разведано более 200 месторождений, из которых по расчету можно извлечь около миллиарда тонн нефти. За весь минувший год в Татарстане добыли 33 миллиона тонн нефти. Это меньше, чем в 2019-м. Добычу пришлось временно снизить из-за решений ОПЕК+. Накануне Мировой нефтяной альянс не смог договориться о наращивании объемов. Как работать в таких условиях стало одной из тем нефтяного саммита Татарстана. Миллион у вас добыча, да, у нас на территории? Стабильно миллион, да.
на территории Татарстана. Как отметил Рустам Минниханов, для устойчивого развития нужно внедрять новые технологии. Благодаря им Татарстан смог освоить добычу трудноизвлекаемой битумной нефти. Поехали в Канаду, изучали их опыт. Потом они нам никаких этих своих лицензий не продали. Пришлось, если я не ошибаюсь, порядка 300, по-моему, наших патентов, которые позволяют нам сегодня на отечественном оборудовании добывать битумную нефть. Но самое главное, структурно мы из сырьевого превращаемся в обрабатывающее. Практически в ближайшем будущем у нас, может быть, и вообще для продажи нефти не будет, мы ее полностью будем перерабатывать. Нефтяной сектор имеет большое значение для бюджета и создания рабочих мест. Каждая малая нефтяная компания больше даже крупного завода. Поэтому к нефти, нефтехимии, нефтепереработке у нас особые отношения, подчеркнул Рустам Минниханов. Сейчас добычей нефти в Татарстане занимаются 30 компаний. В прошлом году во все уровни бюджета они перечислили более 70 миллиардов рублей. Гендиректор Татнефти в будущее смотрит с оптимизмом. Сейчас вот временное затишье, связанное с ОПЕКовскими ограничениями. Вы многие знаете и читали об этом. Думаю, это пройдет, и мы дальше уверенно будем обеспечивать все мировое сообщество в своем объеме устойчивой энергетикой. На саммите обсудили еще один мировой тренд – сокращение выбросов парниковых газов. Россия уже разработала свою стратегию. Особенно сокращение ждут от компаний нефтегазового сектора. В ряде стран уже ввели так называемый углеродный налог, то есть взнос на выбросы парниковых газов. В России таких планов пока нет. Мы будем думать, как модифицировать налоговую систему. А в данный момент мы пока пытаемся ее адаптировать к тем мировым вызовам, которые есть, там трансграничное углеродное регулирование, там, система торговли квотами, которая вводится в Европе для импортеров, подстраивая наши налоговые правила таким образом, чтобы те мероприятия, которые идут в Российской Федерации, направленные на экологическую, связанные с экологической повесткой, могли засчитываться против тех налоговых обязательств, которые могут возникнуть у российских экспортеров в Европе. Сегодня мы все видим рост возобновляемой энергетики. Сейчас мы находимся в начале цикла водородной энергетики, и это тоже будет очень большое изменение. У нас нет выбора, мы должны будем создать стимулы для наших компаний, чтобы они было экономически эффективно внедрять эти технологии, адаптироваться к этому. Обсудить развитие экономики и экологические проблемы приехали молодые специалисты из разных городов страны. В Альметьевске открылся международный нефтегазохимический форум. Считаю, что нужно больше вкладывать в развитие технологий, чтобы увеличить нашу нефтедобычу, потому что очень много запасов остается в пластах. Мне кажется, надо передвигаться с новыми технологиями, например, там искусственный интеллект в нефтегазовом деле. Там робот, наверное, например. Например, в области альтернативной энергетики мы хотели предложить геотермальную тепловую энергию с использованием законсервированных, уже отработавших в свое время нефтяных скважин. То есть они тоже пробурены очень глубоко под землей, где тепло, и это тепло можно достать. С участниками форума пообщался Рустам Минниханов. Президента спросили, как он мотивирует свою команду. Сначала ругать, а потом похвалить. Мы всегда опираемся на тех людей, которые есть у нас. Каждый год у нас тоже есть кадровый резерв. Слет молодежи будет идти неделю. Авторы лучших предложений смогут пройти стажировку в крупнейших топливных компаниях страны. Дмитрий Аринин, Ленар Хузяхметов, ТНВ, Альметьевск. Также сегодня в рамках нефтяного саммита Татарстана Рустам Минниханов посетил выставку инноваций. Президенту продемонстрировали фондомат по переработке пластиковых бутылок. Их устанавливает компания «Татнефть» на своих автозаправочных станциях. Здесь же Рустаму Минниханову показали тренажеры виртуальной реальности для нефтедобычи, интеллектуальные камеры наблюдения, а также проекты биотехнологий из стеклопластиковых конструкций. Президент также лично протестировал проект «Доступная чистая энергия» и сыграл на музыкальных фруктах. По словам Рустама Минниханова, благодаря инновационным технологиям татарстанской компании можно научить петь даже фрукты и овощи. Попробуйте ананас. Ананас тоже? Да, вы можете любой эксперимент. Все, что содержит металл, воду. Еще цветы у нас. С
победителями необычного проекта на форуме встретился Рустам Минниханов. За круглым столом 20 школьников и волонтеры обсудили с президентом тему использования ресурсов земли. Звучит проект по-взрослому «Посланники Цуртатнефти». Он был создан по инициативе самой нефтяной компании и объединил школьников Юго-Востока, которые знают, как рассказать своим сверстникам и даже малышам о целях устойчивого развития. Это здоровый образ жизни, энергосберегающие технологии, социальные и культурные проекты. Начинаю собирать пластик, вот бутылки собираю. Ну, это очень полезно, как я думаю. Я очень рад, что в нашей республике есть такие дети, которые уже с такого возраста понимают, что за нами никто убираться не будет. Почти 26 тысяч новых заболевших ковид по стране, на 1000 больше, чем было накануне. В Москве более 6,5 тысяч случаев, в области 2,5. В Санкт-Петербурге почти 2529 человек, в Нижегородской области, в Воронежской 414, в Крыму 348. Республиканский оперштаб сообщает о 45 заразившихся коронавирусом. 23 человека госпитализированы, 3 скончались. Привились более 639 тысяч татарстанцев. Вторую дозу вакцины получили почти 423 тысячи. Минздрав предполагает перебои с вакцинами от ковид. Желающих привиться становится все больше и могут возникнуть определенные сложности. Об этом сообщил сегодня замминистра здравоохранения Владимир Жаворонков. При этом в Татарстане наименьший темп прироста ковид за сутки – 0,2%. Ряд организаций получили постановление о вакцинации всех сотрудников. О санитарно-эпидемиологической обстановке Вероника Гайнудинова. Прирост за сутки у нас довольно значительный, это 18 030 человек, этому мы несказанно рады. Именно столько татарстанцев за последние сутки привились первым компонентом. На сегодня в республике прививку сделали 639 тысяч человек. Из-за растущих темпов вакцинации Минздрав прогнозирует возможный дефицит вакцины. Есть определенные сложности с вакцинацией с точки зрения наличия вакцины. Мы продолжаем вакцинировать, безусловно. Партии постоянно поступают. Последнее поступление спутника у нас с вами было 7 июля. Однако мы, попали в интересную ситуацию, ожидаемую, безусловно, что темпы вакцинации такие, что мы можем позволить себе спрогнозировать перебой с вакциной. Как только препарат поступает на склад в Татарстане, его сразу начинают развозить по пунктам вакцинации. Тем, кто хочет привиться ковиваком, врачи советуют записаться в листы ожидания. Вакцина приходит в республику в ограниченном количестве. В ближайшее время ждут и партию эпивака. В Минздраве отмечают, есть и те, кто не приходит за вторым компонентом. Кажется некоторому слою населения, что если вдруг я сделал первый этап вакцинации, все, это определенная гарантия. И более того, некоторые люди даже не приходят на второй этап. Мы говорим совершенно об ином. 2 этапа, более того, иммунитет сформируется в течение 15-20 дней после совершения второго этапа вакцинации. Это тоже очень важно. 47 организаций Татарстана получили постановление Управления Роспотребнадзора о вакцинации всех сотрудников. Эта мера точечная, сообщила замглавы ведомства Любовь Авдонина. Контактные в данном случае подлежат вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Почему? Потому что в данной организации уже есть очаг, уже есть риск. Поэтому близкое окружение, то, которое контактировано с заболевшим, на 14 дней отправляется на изоляцию. А все остальные, которые работают в данном предприятии либо организации, подлежат вакцинации. Сегодня еще в одном торговом центре Казани Леруа Мерлен на улице Фатиха Амирхана заработал пункт вакцинации. Привиться можно у 4 станций метро. Как спадет жара, сделать вакцину казанцы смогут у всех 9 станций. Вероника Гайнудинова, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. В Татарстане праздничные проповеди в мечетях, массовые намазы и обряды заклания животных пройдут с соблюдением всех антиковидных мер. Об этом сегодня сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина. В этом году Курбан-байрам мусульмане будут отмечать 20 июля. Представитель ведомства рекомендовала не посещать массовые мероприятия тем, кто еще не сделал прививку от коронавируса. 10 июля 2011 года круиз из Болгара в Казань стал последним для 122 человек. Важные детали трагедии 10 лет спустя читайте сегодня в интернет-газете «Реальное время».
Нарушений при приеме в первый класс в 182-м лицее микрорайона Салават-Купере не выявлено. К такому выводу пришли в Департаменте надзора в сфере образования после проверки списков зачисленных. Напомним, накануне мы рассказывали, что 178 первоклашек микрорайона не были зачислены в школу, несмотря на прописку. Проверка показала, среди тех, кто пойдет в первый класс в этот лицей, действительно есть дети из соседних поселков. 18 будущих первоклассников по закону имеют преимущественное право. Здесь учатся их братья и сестры. Родители еще 14 ребят служат в правоохранительных органах. По результатам проверки нарушений не выявлено. Всего в ходе анализа было установлено, что поступило 406 заявлений для приема в первый класс. 216 заявлений принято, то есть 216 детей зачислены. Сейчас продумываются различные механизмы по тем детям, которые не попали в 180 лицей, обеспечения им других образовательных организаций. Будущим первоклашкам из Салават-Купере нашли место в 188 и 189 гимназиях. Сегодня вечером заявление на прием в эти школы подали уже 118 родителей. Сейчас решается вопрос о школьных автобусах. Мнение родителей будущих первоклашек услышала Наталья Мезина. 16 часов. У входа в 189-ю гимназию Салават-Купере очередь родителей будущих первоклашек. Это те дети, которые не попали в 182-й лицей по прописке. Вот такими партиями по 30 человек сегодня в 189-й гимназии принимают родителей будущих первоклашек. Как вы видите, здесь заполняют документы, тут же сотрудники гимназии оформляют их. Через полчаса с начала приема пришло уже 85 человек. Но из-за большого количества желающих учиться нам мест там не оказалось. Марьям Китаева – мама 6 детей. В этом году планировали отдать 3 младших сыновей в 182-ю школу. Заявление подали в апреле, но близняшкам-первоклашкам места не хватило. Теперь вместе со старшим братом идут в 189-ю гимназию. Очень много семей, которые хотят рожать детей еще. Но учитывая, что нету садиков мест, нету в школах мест, конечно, люди задумываются. А вот мы, получается, попали в такую ситуацию. С похожими историями здесь десятки родителей. Теперь для большинства из них самым актуальным остается вопрос школьных автобусов. Потому что от Салават-Купере-1 до Салават-Купере-2, где и находится 189-я гимназия, пешком 50 минут. Поняли то, что по 40 человек в классе, вот для меня, чтобы сидели и там дышали, вот это все. Мне кажется, это не актуально. И потому что и с мужем приняли решение, то, что пойдем в 180 в гимназию. Нас здесь все устраивает. Очень, так скажем, грустная информация о том, что получили отказ из того, что мест нет. Хотя мы ходили в эту школу и на подготовишку, и бассейн, и в музыкальную школу, и даже в музыкальную школу были уже приняты. Вопрос школьных автобусов уже решает, говорят в Управлении образования Казани. В понедельник уже выходит комиссия, в том числе в составе которой будут сотрудники ГИБДД, обследовать маршрут, который будет прокладываться из комплекса Салават-Купере-1 до школы 188 и 189. И после этого, соответственно, будет решаться. Для родителей экскурсию по 189-й школе проводит директор Ранис Идрисов. Гимназия на 1200 мест с современными классами, системой видеоконтроля и бассейном. Директор обещает, в одном классе будет не более 30 ребят. Сегодня проектная мощность позволяет нам взять детей и не оставить детей без 1 сентября. Самое главное, без школьной формы, рюкзаков, первого звонка, который очень интересно для каждого ребенка. Поэтому мы стараемся создать все необходимые условия, чтобы наши дети, которые придут учиться непосредственно в гимназию «Заман», имели такую возможность. Сегодня в 189-й гимназии зачислено уже 276 первоклассников, и еще 90 детей приняли сегодня. Итого здесь 14 первых классов. Все будут учиться в первую смену. Заявление еще продолжат принимать в 188-й школе во вторник и четверг на следующей неделе. Наталья Мизина, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Детский отдых на контроле. В Татарстане продолжаются проверки летних лагерей. Сегодня депутаты и сотрудники Роспотребнадзора посетили оздоровительные центры Лаишевского района. Особое внимание к организации питания. Напомним, усилить контроль поручил Рустам Миниханов после ряда нарушений, обнаруженных в местах детского отдыха. Рамиль Галиуллин с подробностями. Всем вообще обрабатывается? Всем обрабатываем.
Дезинфекция рук, маска и измерение температуры. Обязательные антиковидные меры прямо с порога. Это детский лагерь «Липки». Лето 2021. Здесь проведут 100 ребят. Сегодня условия отдыха проверяет Татьяна Ларионова. У вас полный цикл готовки здесь? Да, полный. Если театр начинается с вешалки, то проверка лагеря с кухни. Ревизоры оценивают чистоту столовой и особое внимание к блюдам на столе. Салаты какие-то определенные? Салатов у нас определенных по меню нету. У нас идет порционные овощи. Питание в лагере пятиразовое. Меню разнообразное. От супов и котлет до фруктов и сладостей. Вот кашки там они любят, они вот их все съедают. Но вот супы у нас тяжеловато. Вот это наш основной склад. Если к рациону нареканий нет, вопросы нашлись к хранению продуктов. Здесь нет холодильной камеры для овощей. Температура нынешним летом, она, к сожалению, бьет все рекорды. И предусмотреть, может быть, сложно было то, что хранение таких овощей, как даже картофель, потребует особых условий. Но раз уж лето такое, значит, надо исходить из текущей ситуации. Далее общение с главными экспертами, детьми. Вы завтра уже уезжаете? А уезжать-то хочется? Нет. Нет, правда? А почему? Тут очень интересно. Здесь хорошо. Осмотрели и соседний лагерь «Чайка», где отдыхают дети-сироты. Проверили все, от пищеблока до нового корпуса. Сейчас здесь 25 ребят. К работе допускаются только привитые сотрудники. Из 11 работников 10 вакцинированы. То, что у одной медотбот. Такие проверки будут проходить до конца лета. Сейчас в республике работают около 100 лагерей, где отдыхают больше 15 тысяч детей. Рамиль Галиуллин, Алмаз Зейдинов, ТНВ, Лаишевский район. Сегодня в Казани татарстанцы получили новые автомобили. Это поддержка пострадавших на производстве в результате несчастных случаев. Система помощи уже 20 лет работает через фонд социального страхования. Как машины помогают в социальной реабилитации, узнала Наталья Мезина. Сергей Крайнов – инвалид первой группы. Всю жизнь работал автослесарем, но из-за несчастного случая на производстве профессию пришлось оставить. Это было очень давно, в 1993 году. Я работал автослесарем. АТХ-2 такая была организация. Но на меня упала, так, в общем, скажем, машина. И меня придавило, я получил. С похожими историями здесь 8 татарстанцев. Кто-то получил инвалидность на вредном производстве. Кого-то несчастный случай настиг на уборке урожая. В качестве поддержки пострадавшие получают новые автомобили «Лада Гранта». Сел, поехал куда надо. Или в магазин за продуктами, или в какую-нибудь организацию. Также в больницу надо часто ходить. Я каждый день. На работу, с работы. Такую поддержку всем сотрудникам, пострадавшим на производстве в результате несчастного случая, оказывает фонд соцстрахования. За 20 лет автомобили получили 920 татарстанцев. Каждые 7 лет машину меняет на новую. Программа реабилитации также предусматривает ежемесячные денежные выплаты и медицинское лечение. Фонд осуществляет реабилитацию пострадавших на производстве. В случае тяжелого несчастного случая фонд осуществляет лечение, оплату лечения пострадавших на производстве, причем не только в клиниках Республики Татарстан, но и по всей России. До конца года новые автомобили передадут еще 5 татарстанцам. Наталья Мизина, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Чистят озера, чтобы они не превратились в болото. В Лаишевском районе экологи расчищали сегодня 2 водоема. Деньги выделены по национальному проекту «Экология» из федерального бюджета. После завершения работ озера станут чище и глубже минимум на 1 метр. Алия Хрудинова узнала, что общего между земснарядом и пылесосом. Так работает земснаряд. С виду небольшой плот, как пылесос, высасывает ил с дна реки. Дальше по трубе он вытекает на специально вырытый берег. Отложения оседают, вода очищается и снова попадает в озеро. Позже это место засеют многолетними травами. По большей части это даже открытие родников, которые будут являться подпиткой этого водоема, потому что до этого его подпитка была только это талые воды. За час на берегу оседает 160 кубометров ила. Озеро станет глубже на метр и достигнет 6-7 метров. Начнут бить родники, до этого засоренные илом. У жителей появится чистое место отдыха. Глубина проектная 5,20, иловых отложений
80 сантиметров. Да. Все это будет выкачано? Все это будет выкачано. Это единственное наше место, наверное, для прогулки, для отдыха. Важно и для пожарной безопасности. Озеро в селе Никольское – приток реки Мёши. Еще в 30-е годы местные жители его расширяли, поэтому многие называют его рытым. И впервые за 90 лет здесь проводят такие крупные работы по очищению дна. Сейчас на ваших глазах работает плавающий экскаватор, и он достает ил со дна. За день экскаватор достает 1500 кубометров ила. Специалисты подсчитали, с 2 озер выйдет 400 тысяч. Пока работы выполнены на четверть. Этот водоем знаком и казанцам, и туристам. Здесь проходит караван. В последнее время очень сильно заилилось, заросло травой, кустарниками. Проблема вот это создавала, вот эта заросли, уход воды, весенние поливые работы сдерживала воды и затапливая дома нашей деревни. Жители уверены, теперь проблема решится. Глубина любимого рытого достигнет 8 метров. Уже в этом году в республике очистят реку Вятку в Мамадышском районе. На очереди Челнинская Меликеска. Проводился мониторинг и анализ текущей ситуации. И вот, к примеру, на данном водном объекте ежегодный уровень наносов, иловых отложений в 3,5 раза превышал, так скажем, норму от ежегодных наносов для водных объектов именно нашего региона. На очистке и углублении дна останавливаться не собираются. Дальше обустроят пляжи и зоны отдыха. А финальным аккордом станет пуск в воду мальков, чтобы возместить рыбопотери. Алия Хайрудинова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Лаишевский район. А на этом пока все. Всего доброго и до встречи в следующих выпусках. В РРТ Автомаркет есть автомобиль для каждого. Выгода до 150 тысяч рублей. Подробнее 320101 и на Чуйкова 54Б. Данила Мастер. Обмен старого памятника на новый. 202 38 32. Каждая стихия природы находится в сохранности и защите благодаря высокотехнологичным машинам. Стихия воздуха, стихия воды, стихия земли. Вместе мы способны поддерживать баланс сил природы и жить в гармонии с окружающим миром. Мы за прекрасное зеленое будущее. Срочно нужны деньги? Мы поможем. Специальные условия для пенсионеров. Оформите заявку в офисе вашего города или на сайте центрофинанс.ру. Телефон 8 800 777 37 37. Бери шашлык и на пикник. До конца июля в Находке шашлык-барбекюшка 218 рублей за килограмм. Шашлык из мяса курицы 129 за килограмм. Квас «Русский дар» 49 за 2 литра. Находка. Свежесть и выгода каждый день. Цены действительны по 31 июля 2021 года. Подробности у продавцов. Здравствуйте! Небольшое послабление жары ожидается в субботу, правда, всего на пару градусов. Об этом чуть позже. Не откладывайте заказ вашего нового шкафа-купе. Закажите его в рассрочку в Данил Мастер. Только до конца июля доставка, подъем и установка бесплатно. 3D-проект шкафа в день обращения. Звоните 2-167-166. По данным сервиса Яндекс.Погода, 10 июля на юго-востоке в Бугульме, Бавлах, Азнакаево после обеда температура немного понизится и местами пройдут дожди. Температура чуть ниже, чем накануне и в Нижнекамске, Набережных Челнах и Елабуге, местами дождь. Это, конечно же, радует, хоть немного отдохнем от жары. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше переменная облачность, местами кратковременный дождь, температура понизится, но в последующие дни жара снова вернется. Без существенных осадков и в Арске, в Кукмаре, Балтаси температурный фон по-прежнему высокий, но северный ветер немного смягчит жару. На юго-западе в Болгре, Држаном, Буинске обильных осадков в ближайшее время не ожидается. Температура немного ниже, чем накануне. В центральных районах, в Чистополе, в Альметьевске, Мамадыше переменная облачность без существенных осадков. В воскресенье температура еще немного понизится, вероятность осадков будет минимальной. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 70 тысяч операций. У меня артроз. Протез, хоть и дорогой, не приживался. Так я попала в «Доктор Ост».
Даже при тяжелых формах артоза сустав еще можно сохранить с помощью инъекции нового поколения. Жаль, поздно попала в доктор Рост. Были бы оба сустава целы. В Казани 10 июля переменная облачность, временами дождь. Ночью около 24 градусов выше нуля, а днем плюс 30. Ветер северный, порывистый. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 53%. Магнитное поле Земли спокойное, но жаркая погода может стать причиной недомогания. Кстати, в народе говорят, если 10 июля пройдет дождь, то идти он будет постоянно вплоть до бабьего лета. Без осадков нам никак нельзя, но будем надеяться, что дожди будут идти в пределах разумного. О погоде все. Всего доброго и до свидания.